Это уже традиция – собираться на торжественный митинг в День Победы у памятного знака, установленного в свое время энергостроителями в сквере Серебряного Бора. В поселке живут и свидетели, и участники той войны. У каждого свои воспоминания, своя история, которой хочется поделиться. Но больше всего этим людям не хватает, конечно, тепла и внимания. 9 мая 1945 года мир узнал русское слово «Победа». Но чтобы оно прозвучало, советский народ заплатил огромную дань – 26 миллионов жизней. На Нерюнгринской станции стараются не забывать своих защитников. Ветеранов войны, их трое, 28 тружеников тыла, 10 ребят, прошедших Чечню и Афган. Помимо поздравлений и теплых слов им оказывается конкретная помощь, ремонт квартир, финансовая поддержка. И нужно помнить об этом, помнить о тех, кто сделал эту победу. Вечная им память и слава. В открытом акционерном обществе «Нерюнгри-Энергоремонт» работают 8 человек, отслуживших в горячих точках. К празднику они тоже получили цветы и подарки. Кроме того, генеральный директор предприятия Михаил Деревяшкин, как депутат городского собрания, поздравил своих избирателей. На его участке живет 21 ветеран, в том числе Василий Петрович Пилипюк, Анна Михайловна Вещагина, Прасковья Кузьминишна Жукова. Представители НЭРа и его профсоюзного комитета зашли в гости каждому и, разумеется, не с пустыми руками. Поблагодарить и поздравить ветеранов поселка с праздником пришли представители предприятий энергоотрасли, поселковой администрации, школьники и просто жители, не испугавшиеся щедрого снегопада. Круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листке и подписал